Захар Прилепин, после Украины оккупировать Узбекистан. 30 лет у власти. Рахмону стало стыдно за мигрантов. Назарбаев за ярлыком в Москву. Как и завещано. Широкий резонанс вызвало последнее заявление известного пропагандиста русского мира, писателя и члена команды Путина Захара Прилепина о вторжении в Узбекистан и присоединении его к России по аналогии с украинским сценарием. Я на самом деле еще стою искренне за то, чтобы вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто целиком и уже на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, в Узбекистане, допустим. Спасибо. Мы будем, я всерьез на самом деле говорю, я не шучу, не валяю дурака, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали даже за это. Ну или какая-то другая форма, на самом деле, может быть придумана. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто. Заявил Прилепин во время конференции в пресс-центре «Россия сегодня» 20 декабря. Bu gaplarda muayyan suveren davlatga tahdid jarangladi. Qo'shib olishimiz kerak degani, bosib olishimiz kerak degani tahdiddan boshqa narsa emas. Напомним, что Захар Прилепин является сопредседателем партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» и членом Центрального штаба, созданного по инициативе Путина Общероссийского народного фронта. А в августе 2023 года он получил звание подполковника и должность заместителя командира по военно-политической работе полка особого назначения «Оплот» в составе Росгвардии, состоящего из ветеранов боевых действий на территории Сирии и Украины. Я считаю, что Россия имеет все возможности для того, чтобы стать в центре глобального мирового переустройства. Кремль в лице Марии Захаровой прокомментировал слова Прилепина весьма пространно, не осудив пропагандиста за провокационное заявление. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств, экспортеров таких услуг. Высказывание Прилепина является его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации, сказала Захарова. Вы видите, что для этого шизофренического фашистского российского режима нет друзей. У них есть просто вот это маниакальное желание всех захватить, всех поработить, все разрушить, да, все себе подчинить. Вот они натурально люди с кучей вот таких комплексов и серьезных психических отклонений. Вместе с тем, председатель партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Сергей Миронов и вовсе вступился за своего однопартийца. Это не некая политическая программа, не шаги, которые, например, собирается предпринимать наша партия. Это просто такое мнение. Мнение талантливого писателя, настоящего патриота нашей страны, не более того, сказал Миронов. Мы считаем, что давным-давно нужно вводить визовый режим со всеми государствами Центральной Азии. Таким образом, ни один российский политик не осудил и не дезавуировал слова Прилепина, тем самым косвенно одобряя идею, озвученную в его заявлении. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, но казахи и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. Между тем, эксперты призвали власти Узбекистана отнестись к подобного рода высказываниям более чем серьезно. Захар Прилепин, предлагающий и пропагандирующий вторжение в Узбекистан, когда-то был в оппозиции. После аннексии Крыма его отношение к Путину изменилось, стало более позитивным. Перед украинской войной Прилепин много раз выступал с лозунгами «Украина должна быть оккупирована». Именно поэтому он находится под санкциями Европейского Союза. Сегодня Прилепин, как политик, близкий к Кремлю, продвигает идею о том, что Среднюю Азию и Узбекистан необходимо завоевать. Прилепин официальный политик, официально зарегистрированный лидер партии и один из лидеров коалиции, сформированной вместе со «Справедливой Россией». То есть большая вероятность, что заявление Прилепина – это взгляд, проект, настроение Кремля. Прилепин не говорил из-за эмоций, он думал, подбирал слова и говорил. Серьезный сигнал для государства, написал на своей странице в Facebook известный узбекский политолог Камалиддин Раббимов. Butun dunyo ko'rib turibdi. Qayerga borib turib, qaysi mamlakatga borib turib, kimni uyini xonavayron qilayotganlaringni.
kimlardadir farzandini o'ldirayotganligingda oddiy tinch aholiga prosta o'sha raketalar o'chirib butun bir oilalarni qirib yuborayotganligingda butun dunyo ko'ribdi. Однако власти Узбекистана отреагировали весьма сдержанно, все же попытавшись продемонстрировать для внутренней аудитории возмущение. 21 декабря чрезвычайный полномочный посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов был приглашен в МИД Узбекистана. В тексте, опубликованном на сайте узбекского ведомства, отмечается, что до представителя РФ в принципиальной форме доведено, что высказывание российского писателя о присоединении Узбекистана к России восприняли с чувством глубокой озабоченности. Такие необдуманные предложения со стороны партийных лидеров дружественной страны не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, заявили в МИД Узбекистана. Aggressiv harakatlar, aggressiv ishlar va so'zlar bilan do'st orttirib bo'lmasligini rus siyosatchilari yaxshi anglab yetishi zarur. Напомним, что с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева страна начала явно склоняться в сторону России после многолетнего относительного баланса между сверхдержавами, который удавалось сохранять предыдущему президенту Каримову. Очень приятно. Ваше мнение мы давно уже знаем. Так вот, я еще раз говорю, упрекать за эти вещи или где-то нравоучение читать на эту тему я бы считал некорректным. А потому никакие заявления не могут отменить того, что российские компании постепенно захватывают экономику страны. Все население уже давно подсело на российские государственные телеканалы, а Узбекистан стал одной из стран параллельного импорта, спасающих Россию от западных санкций за вторжение в Украину. Я хочу тоже сказать, что наши отношения вышли на совершенно новый уровень. Мы в Самарканде подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество. Мы союзники, и на самом деле всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается во всех отношениях, во всех сферах. Прогресс есть, реальный результат есть. И я считаю, что мы на хорошем уровне, наши взаимоотношения, наши коллеги, наши партнеры, во всех отношениях мы, на самом деле, все, что мы с вами договариваемся, она исполняется. 28 декабря 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с ежегодным посланием парламенту страны. На протяжении более 3 часов президент выступал перед парламентом, затрагивая различные темы. Послание транслировалось в прямом эфире по всем телеканалам страны. Вначале прозвучала дежурная критика в адрес госслужащих и чиновников за плохо проделанную работу в некоторых сферах, после чего Рахмон начал рассказ о якобы достигнутых невероятных успехах Таджикистана по сокращению бедности, экономическому развитию страны, энергетическому потенциалу и заверил, что в следующем году зарплаты госслужащих вырастут на 40%, а пенсии на 30%. Особенное внимание общественности привлекло неожиданное проявление почти отеческой заботы о трудовых мигрантах. زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر. اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش. چون ما راهبران از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم. Заявил Рахмон на 30-й год своего нахождения у власти в стране. По мнению наблюдателей, в основном очередное послание Рахмона оказалось типичным ежегодным отчетом в советском стиле, хотя в этот раз и были затронуты некоторые новые темы. Вместе с тем представители таджикской оппозиции выразили обоснованное сомнение в искренности его заявлений относительно положения таджикских трудовых мигрантов.
منفیتی که از مهاجران میآید اون در کنترل خود بگیرد اما با تقدیر اونها دیگر کار ندارد که کدام مشکلات دارند. Момент, который привлек внимание многих, это неожиданное открытие Рахмоном темы трудовых мигрантов. Призывая к стыду, совести и чести, президент в то же время не объяснил причины создавшейся ситуации, как и не озвучил и пути решения. На протяжении 3 десятилетий трудовые мигранты являются разменной монетой в политических играх Кремля с режимом Рахмона. Они были и остаются самыми бесправными людьми в России, за которых не вступается даже собственная страна, ведь режим Рахмона никогда особо не интересовался положением мигрантов. После начала российского вторжения в Украину и ряда неудач на фронте, Кремль начал переключать внимание россиян на проблему засилья в России трудовых мигрантов, проводя облавы с применением особой жестокости. Все это привело к возмущению трудовых мигрантов, что привело к многочисленным публичным обращениям к правительствам своих стран с призывами защитить их. А трудовые мигранты традиционно считаются политически активной частью населения страны. Если их игнорировать, они, доведенные до отчаяния, могут начать представлять серьезную угрозу режиму. Особенно в условиях передислокации в Украину значительной части охраняющего режим Рахмона российского военного контингента в Душанбе и Бохтаре. Именно это и вынудило Рахмона озаботиться проблемами трудовых мигрантов, считает таджикский блогер Абдулло Аббосов. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил российскую столицу, где встретился с Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Как заявил Песков, встреча носила частный характер. Он, Назарбаев, действительно был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом, сказал Песков. Пресс-секретарь Кремля не раскрыл содержание встречи и ее целей. По словам Пескова, Назарбаев находился в российской столице в минувшие выходные. В официальных каналах бывшего президента Казахстана о поездке в Москву и о встрече с Путиным не упоминается. Казахстанское издание «Улус Медиа» отметило ранее, что неофициальная встреча Путина с Назарбаевым состоялась 19 декабря и была инициирована экс-президентом. 18 декабря российские телеграм-каналы писали, что Назарбаев прилетел в Москву и что планируется встреча с российским главой. Ясно всем, опять каждому, что существуют третьи силы, которые гарантировали эту свободу и неприкосновенность Назарбаева. Отстраненный от власти после январских событий 2022 года Нурсултан Назарбаев редко появляется на публике и, по всей видимости, опасается, что новый режим начнет традиционную для Центральной Азии охоту на ведьм. Это когда новый режим во всех бедах обвиняет предыдущий, начиная уголовное преследование функционеров прежнего режима и отбирая незаконно нажитое имущество у представителей потерявшего власть клана. Все эти возможности для удержания власти. То есть ложь, манипуляция, репрессии, они в нужных дозах идут в некоторой степени. Ведомости отмечают, что предыдущая очная встреча Путина с бывшим президентом Казахстана проходила в Москве в июне прошлого года, вскоре после референдума в Казахстане, по итогам которого из основного закона были удалены все упоминания первого президента и прописанные привилегии. Как писала независимая газета со ссылкой на мнение экспертов, Назарбаев тогда приезжал в Москву с целью заручиться поддержкой российского главы в вопросе личных гарантий. Момент, когда вы получаете всю полноту власти, он же потратил 2 года на усиление своих позиций. Надо было постепенно провести выборы в парламент, переписать Конституцию, убрать оттуда пожизненное председательство в Совбезе Назарбаева. Потом он потратил время на усиление своих позиций. И сейчас с позиции более комфортной, признанной на международном уровне как президент Казахстана, когда уже меньше всего угрожает ему, он уже может себе позволить этот выпад, и в том числе в адрес Назарбаева, которому он сейчас обеспечивает гарантию,
сказать «уходя, уходи». Примечательно, что Назарбаев не первый бывший президент в Центральной Азии, ищущий гарантии безопасности в Москве. С аналогичной целью в 2019 году в Москву летал опасавшийся тогда преследований от новой власти бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Откуда, как я полечу, во сколько это решает приглашающая сторона. А кто вас приглашает, все-таки, если не секрет? Ну, вы знаете, я вот забыл спросить, можно ли мне называть, кто приглашает? Ну, кто-то приглашает. В России у меня много друзей. Назарбаев, находясь у власти, сохранял относительное достоинство, присущее политическим мастодонтам его поколения, и не допускал в отношении России явного подобострастия или заблюдства. Теперь же ситуация изменилась. В начале прошлого месяца вышла в свет книга Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе», где одна из глав посвящена российскому президенту. Назарбаев в ней охарактеризовал Путина как человека слова и дела и фактически повторил риторику российского президента по отношению к расширению НАТО. Назарбаев отметил, что последний советский лидер Михаил Горбачев не задокументировал на бумаге обещание о том, что НАТО не будет продвигаться на восток, и заявил, что Запад очень легко отошел от этого устного обещания. All allies agree that NATO's door remains open, that it's only for allies and Ukraine to make decisions on membership. Russia does not have a veto. And all allies agree that Ukraine will become a member of NATO.